о чем я сейчас хочу сказать, говорил Григорий Дрозд, который является одним из главных организаторов турнира Muay Thai Moscow, чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBC, также президент Московской федерации тайского бокса. Он говорил о том, что для многих простых болельщиков тайский бокс и кикбоксинг — это по сути одно и то же. Там бьют ногами и руками, и здесь бьют ногами и руками. Но это, конечно, две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. В тайском боксе прежде всего оцениваются те элементы, которые характерны для данного вида спорта. Это, конечно же, борьба в клинче, это скрутки, это подсечки, это сбивы. Потом оценивается очень высоко работа коленями, разумеется, удары ногами, локтями и в последнюю очередь руки. И, конечно, визитная карточка тайского бокса – это работа в клинче. В правосторонней стойке работает Никита Иванов. Он занял центр ринга, поддавливает Арслана. Причем, если говорить о турнирах на стадионах Люмпини, то там 5 раундов. И обычно первый раунд — это такой разведывательный раунд. Там обычно очень мало активности. Так называемый разведывательный раунд. И никто никого не бьет, потому что делаются ставки в этот момент. Но у нас здесь регламент сокращенный, 3 по 3, поэтому начинать нужно работать с первых же минут. И мы уже видим такое очень серьезное покраснение, граничащее с гематомой на левой стороне корпуса у Никиты Иванова. Это результат удара, конечно же, Арслана Елыева. Давай, Никита! О, Никита, давай! Повыше ростом Арслан. И вот посмотрим, как покажут себя спортсмены в клинче. Давай, Никита, молодец! Причем, что интересно, опять же, если сравнивать с турниром Thai Fight, который проходил в Москве, то там некоторые споры возникли по поводу работы в клинче. Почему сразу все точки над «и» расставлю по поводу регламента? Ох, хороший обмен, вы посмотрите какой. И очень здорово, Никита Иванов попадает в голову рукой. Так вот, продолжу по регламенту, наверное, уже когда будет небольшой перерыв. Пока давайте обратим наши взоры в ринг. Попытался сейчас вложиться справа Арслан, но достал соперника слева очень неплохо. Клинч. Зашло левое колено у Никиты в корпус. Еще раз напомню, что в первую очередь оцениваются элементы традиционные для муай-тай. Это колени, это локти. Вот первый локоть, посмотрите, опускается на колени Никита Иванов. Но нокдауна здесь нет, и разбит нос у Никиты. В правосторонней стойке продолжает работать Никита. Удар ногой по туловищу сблокировал его Арслан. Очень плотный бой с первых же секунд. Подхватил ногу Арслан. Работает по опорной, но здорово здесь себя при помощи канатов подстраховал Никита. И есть рассечение около правого глаза у Никиты Иванова. Удар локтем в развороте не проходит. И клинч. Первый раунд позади. Потому что возникали споры, даже вот если сравнивать с турниром Thai Fight и с нынешним турниром Muay Thai Moscow, здесь клинч сокращенный. Потому что принято считать, что если спортсмены, которые попали в клинч за отведенное время, за несколько секунд, ничего не показывают, то где гарантия, что они покажут это и за 10 секунд, и за 15. Поэтому здесь клинч решили сократить немного. Но это, опять же, на усмотрение судьи. Я думаю, что если будет идти активная работа в клинче, если будет эффективная работа и зрелищная, то я не думаю, что судья будет поединок прекращать. Если... Второй раунд. Арслан Елыев против Никиты Иванова. Опять Никита поджимает. Арслан тянет соперника на себя. Требует от Никиты работы первым номером. Попадает джебом Арслан. Поджал Арслан соперника канатом. Тут же удар с колена за шагом. И посмотрим, что в клинче покажут парни. Смещайся, Никит, смещайся. Активно использует локти Арслан Елыев. Он повыше ростом, и принято считать, что более высокий спортсмен имеет некое преимущество в работе в клинче. Но опять же, да, это все зависит от индивидуальных особенностей и индивидуальных талантов того или иного спортсмена. Ножка, левой! Подбей его!
Поджимает Никита. Тащи его, тащи! Тип применяет удар ногой в голову. Тащи его! Фронтальный удар ногой навстречу. Арслан Елыев. Корпус хорошо подхватил ногу. Никита и тут же наградил соперника жестким ударом по печени. Ножку подбей! И вот, кстати, если говорить о сбивах, скрутках и подсечках, тот спортсмен, который слишком часто оказывается на полу, которого скручивают, роняют, то, конечно, претендовать на победу он ни в коем случае не может. Поэтому на ногах нужно стоять очень крепко. Судьи это всегда оценивают. Опять Никита поджал соперника канатом. Мог какой коварный удар навстречу локтем. Но Никита, мы видим, сам не отстаивает. Хорошо работает левой рукой. Локтем с разворота пытается Никита действовать. Очень опасные локти у Елыева. Очень жесткие удары. Но пока не может довести их до цели. Давай, Никито! Лево! Лево! Идет Давай! вперед Никита. Хорошо, посмотрите, как двигается, как работает на ногах Арслан Елыев. Уходит и смещается за переднюю руку оппонента, потому что в правосторонней стойке работает Никита. Хорошо, хорошо, Никита в клинче действует. Нога лево! Левая нога! Давай, давай, давай! Требует от Никиты Иванова работы левой ногой, наверное, по туловищу или в голову. Хорошо, здесь навстречу пробивает Арслан. И лишь канаты уберегают Арслана от падения здесь. 20 секунд до конца второго раунда. Прекрасная комбинационная работа Никиты Иванова. Попадает руками. И тут же отвечает. Достойный ответ от Арслана Елыева. Сейчас применил очень хорошую тактику. Арслан — это защита от возможных подсечек. Ну что ж, посмотрите, как работают спортсмены. На попытка пробить коленом. Сейчас мы видим на повторе. И тут же включает локти Арслан. Демонстрирует достаточно разнообразную технику Арслан Елыев. То есть он использует и колени, он использует и типы, и локти. В свою очередь Никита Иванов сегодня мы увидим в деле Алексея Ульянова. И, конечно же, нашу блистательную Юлию Березикову. Третий раунд. Арслан Елыев против Никиты Иванова. Хороший удар ногой по туловищу. Но Арслан был готов уже подхватывать ножку и контратаковать. Прекрасная встреча руками в исполнении Иванова. Идет вперед достаточно бесхитростно. Арслан Елыев натыкается на встречные удары, но вы видите, что они его не останавливают. Сразу же решает заходить с сильной правой руки Арслан Елыев. Клинч, но здесь не получилось у спортсменов выполнить какие-то технические действия. Хороший удар ногой по туловищу, фронт-кик. Очень мало, кстати, лоу-киков мы видим с вами в этом поединке. Вот только-только я это заметил, как Никита Иванов тут же исполнил 2. Причем вот так поджимает Никита Иванов. И согласитесь, прям напрашивается лоу-кик в переднюю ногу по внутренней стороне бедра. Болельщики подключаются, начинают они поддерживать Никиту Иванова. Зал забит под завязку. Легендарный зал спорткомплекса Крыльев Советов. Здесь проходили знаковые культовые соревнования, причем не только по единоборствам, но и по тяжелой атлетике. Эти стены видели много. И вот сейчас в этих стенах проходит турнир Muay Thai Moscow. Хорошо ногой по туловищу пробивает Арслан. Тут же в клинче подключает локти. Требует от Никиты Иванова давление. Требует, чтобы он наращивал темпо. Хорошо встречает. Здорово. Еще одна двойка от Арслана Елыева. Лезет вперед, просто валится Никита и не достает. Неплохой мув, так называемый, применяет Арслан Елыев. Такая оттяжечка. Хороший обмен. Ух, жесткие удары. Тут же прекрасный удар с левой ноги по туловищу. Чистый удар проходит у Никиты Иванова, но нужно прибавить ему. И тренер настойчиво просто призывает своего подопечного идти вперед. Да, нужна сейчас концовка обоим спортсменам. Пошел вперед Никита Иванов. Подустал уже Арслан Елыев, не всегда успевает отвечать. Хороший лоу-кик с передней ноги. Попробовал хай-кик Никита, не прошел.
Неплохая встреча, но в ударах уже нет силы, нет того акцента, что был раньше. Наелись спортсмены, и сейчас идет борьба характеров. 15 секунд до конца поединка. Очень упорный бой. Неплохо правый сбоку в исполнении Арслана. И снова левый боковой. Доходит до цели у Арслана Елыева. Призывает Никита Иванов своего соперника атаковать. Российского бокса города Москвы Низами Ашуралиева. А также в ринг приглашается проректор Российского государственного университета физической культуры и спорта, молодежи и туризма, вице-президент Академии спортивных и прикладных единоборств. Свое решение. В высшей степени бескомпромиссном поединке. Судья Трончу. 30-27. Красный угол. Судья Сафроненко. 29-28. Синий угол. Вот так, мнения разделились. Судья Насон. 30-27. Раздельным решением судей победу одержал боец из красного угла. Да, все-таки Арслан Елыев одерживает победу в этом поединке. И